Ну, ты уверена, что меня слышно? Наташа, здравствуй. Слышно, да, Наташа? А не видно хоть? Ну, хорошо. Тогда я на всякий случай морду накрасила. Где? Телефон. А теперь скажи мне, где моя презентация? На закрыть. Да. Да. А, всё понятно. Ну что, и когда мне выходить? Да? А, добрый день, уважаемые коллеги. Слышно?
Добрый день, уважаемые коллеги. Если меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Плюсики ставят, все нормально. Все тогда. Угу. Ну, поменьше. Тоже. Так, слышно, но сильные помехи, да? Как говорят наши модераторы, что помехи это потому, что очень перегружен интернет. Попробуем, может быть, что-то изменится. Но мы все-таки начнем наш вебинар и поговорим с вами об особых образовательных и социокультурных потребностях детей с ограниченной возможностью здоровья в условиях инклюзивного образования. В Федеральном законе об образовании Российской Федерации впервые закреплены положения об инклюзивном, то есть совместном обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. В законе закреплено и понятие обучающегося СВЗ. Что это такое? Это физическое лицо, да, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденные психологом медико-педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Правовой статус обучающихся с ограниченной возможностью здоровья не налагает на учащихся ограничений или обязанностей каких-то, а предусматривает только дополнительные права и гарантии. Этот статус устанавливается на основании заключения психолога медико-педагогической комиссии в целях создания для ребенка с ОВЗ специальных условий получения образования. Педагогическая расшифровка видов ограниченных возможностей здоровья изложена в Федеральном законе об образовании Российской Федерации. Он описывает специфику категории особых школьников и специальные условия для получения образования каждой из них. Особенности развития диагностируются, опять же, психологом медико-педагогической комиссии. К ним относятся нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития, расстройство аутистического спектра и нарушение интеллектуального развития. При их подтверждении психолога медико-педагогическая комиссия рекомендует конкретные специальные условия обучения ребенка. Рассмотрим особые образовательные и социокультурные потребности каждой категории детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Выделяют три основные группы детей с нарушением слуха. Это глухие, слабослышащие и позднооглохшие. Основой данной классификации являются следующие критерии: степень потери слуха, время потери слуха, уровень развития речи. И вот данную педагогическую классификацию, которая позволила как раз организовать дифференцированное обучение глухих и слабослышащих детей, создала Рахиль Марковна Боскис. Что же такое нарушение слуха? Это частичное либо полное снижение работы слухового аппарата, при этом человек теряет способность слышать и распознавать какие-либо звуки. Глухота – это стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью и разборчивое восприятие речи даже на самом близком расстоянии от уха человека. При этом сохраняются остатки слуха, которые позволяют воспринимать громкие неречевые звуки в некоторых речевых звуках на близком расстоянии. Тугоухость, еще их называют слабослышащими, это стойкое понижение слуха, возможно накопление минимального речевого запаса на основе сохранившихся остатков слуха. Тугоухость и глухоту разделяют на три группы: наследственную, врожденную и приобретенную. Особенности психомоторного развития детей с нарушением слуха. Таким детям с нарушенным слухом свойственна упрощенность физической деятельности вследствие объединенности внешних воздействий, ограничение взаимодействия со средой, затруднение общения с окружающими.
Доказано, что при нарушении слуха у детей происходит качественное изменение ощущений. То есть затруднены или невозможны функции восприятия физических параметров звука. Ребенок не воспринимает частоту, интенсивность, длительность, тембр и не может выделить какие-то пространственные характеристики, да, звука, а также у них ограничено познание звуковых особенностей предметов и явлений окружающего мира. Приток информации, воспринимаемый с помощью сохранных анализаторов, также ограничен. И всего этого детям со слуховым дефектом недоступно в полном объеме ощущения многообразия свойств окружающего мира. Это создает своеобразные условия жизни и видоизменяет систему взаимодействия между такими людьми и обществом. Поэтому компоненты психики таких детей формируются в них по сравнению со слышащими пропорциональных соотношениях, что как раз обнаруживается в несоответствии развития наглядно-образного словесно-логического мышления, преобладающим значением письменной речи по сравнению с устной и доминированием импрессивной формы речи над экспрессивной. Коллеги, я сейчас смотрю, написано, что у меня выключен микрофон, что ничего не слышно, не помогает. Микрофон включен. Мы продолжаем работу или надо будет звонить модераторам? Наталья Александровна, меня слышно? Продолжаем, да? Когда психологи выделяют следующие особенности психического развития детей. Из-за нарушения слуховых возможностей особое значение приобретают зрительные и двигательные ощущения и развиваются и обостряются тактильные вибрационные ощущения у детей. Им свойственна неполнота, фрагментарность восприятия, такие дети выделяют яркие, очевидные признаки, специфические особенности, но часто не замечают общие признаки. Характерно отставание формирования перспективных обобщений и предметных представлений. Мышление глухих учащихся отличается большей конкретностью, наглядностью. Длительное время сохраняются трудности перехода от предметно-действенных операций к интеллектуальным и обратно. И это также связано с речевым недоразвитием. Особенности овладения мыслительными операциями, низкий уровень сформированности операции анализа, неумение выделять существенные признаки, отличать их от несущественных и подмена сравнения двух объектов анализа одного из них. Также этим детям свойственна сложность при переходе от одного приема сравнения к другому и так далее. Круг общения детей, имеющих нарушение слуха, значительно сужен и включает в основном в себя педагогов, родителей, друзей также с нарушением слуха, что, конечно же, объединяет их социальный опыт и сдерживает развитие межличностных отношений, вступая в которые ребенок может проявить себя как личность. Кроме того, состав у детей, относящихся к различным группам, не одинаков. Так, у слабослышащих школьников, как правило, доминируют контакты со слышащими людьми, а в то время как у глухих детей с людьми, которые имеют нарушение слуха. Таким образом, особые образовательные потребности детей с нарушением слуха обусловлены трудностями понимания обращения речи, характером языческих коммуникаций и ограничением объема вербальной информации. Ведущую роль в преодолении последствий первичного дефекта и обеспечении успешности образования лиц с нарушением слуха играет формирование средств речевого общения в познании окружающего мира. И в связи с этим к специальным для них образовательным потребностям будут относиться слухозрительные, то есть чтение звук, да, восприятие обращения речи говорящего человека,
мотивированное употребление единиц языка, членораздельное внятное произношение. Для оглохшего ребенка педагогическая помощь по предотвращению распада сформированной речи, развитие слухового восприятия, его использование в образовательных, познавательных и коммуникативных ситуациях, обучение ориентировки в пространстве при отсутствии возможности свободно воспринимать речевые и неречевые звучания, и обогащение жизненного опыта и формирование житейских понятий как основу овладения знаниями, умениями и навыками. Реализация образовательных потребностей детей со слуховой недостаточностью предполагает создание для этого специальных условий, которые обеспечивают им равные возможности получения образования. И к каким условиям будет относиться создание современных специальных образовательных программ, адаптированных образовательных программ. На слайде вы видите как раз варианты этих программ, да? Также разработка технологий учебной деятельности с использованием специальных методов, приемов, способствующих усвоению знаний, умений и навыков, ориентированных на включение всех сохранных анализаторов. Дифференцированный подход, который реализуется через комплектование групп учащихся с учетом состояния слуха, речи, познавательных способностей. Индивидуальный подход, реализуемый при комплектовании групп учащихся с учетом состояния слуха, речи, я уже вам говорила, вы на слайде видите. Также индивидуальный подход к каждому ребенку, который включен конкретно дозированный, к которому включается конкретно дозированная педагогическая помощь, специальные методы и средства, в том числе сурдотехника тоже должна быть использована, да, для обучения, компенсация и коррекция дефектов. Целенаправленные формы обучения и воспитания, предусматривающие коррекционные занятия, увеличение объема работ индивидуального и группового характера, используемых для активизации речевого сотрудничества. Создание адекватной среды жизнедеятельности, соответствующей образовательным потребностям людей данной категории, опора на вариативные формы речи, остаточный слух и так далее. Ведение образовательного процесса сурдопедагогами и его сопровождение специальными психологами. Предоставление медицинских, психологических и социальных услуг. Наряду с этим существуют и определенные особенности образовательной среды, которая организуется для детей, имеющих нарушение слуха в рамках системы различных учреждений. То есть это использование разных форм словесной речи, устной, письменной, дактильной, благодаря чему обеспечивается полнота и точность восприятия учебной информации и организации речевого взаимодействия между субъектами учебной деятельности. Существование и взаимодействие двух языков и двух систем общения. Мы используем язык жестов и язык слов. Это наиболее ярко они проявляются при обучении глухих. Мотивы такого речевого взаимодействия весьма различны. Это жизненная потребность в общении, отсутствие в речевом опыте аналогов для выражения мысли, желание быть понятым сверстниками и другими глухими людьми. Сенсорные способы восприятия информации, слухозрительное восприятие и слуховое восприятие. Неразрывное единство процессов овладения системой знаний, умений и навыков, формирование и развитие словесной речи как средства общения познания. При затруднениях в понимании глухими учащимися средних и старших классов смысла информации, передаваемой с помощью словесной речи, допустимо обращение к соответствующим аналогам разговорной жестовой речи, что позволяет уточнить суть самой информации, да, уяснить сложный для понимания какой-то раздел обучения. При этом учитывается, что для глухих детей словесная речь является средством обучения, а жестовая – средством общения. Какие особые образовательные и социокультурные потребности детей с нарушением слуха должны быть в учебном пространстве? Да? Как раз вы видите на слайде, это звукоизолированный кабинет сурдопедагога для проведения индивидуальных групповых занятий, кабинет логопеда для индивидуальных и подгрупповых занятий, кабинет психолога. Первая парта у такого ребенка должна быть с организацией достаточного пространства, чтобы ребенок с нарушенным слухом имел возможность поворачиваться
и слухозрительно воспринимать речь сверстников. Положение за партой школьника с нарушенным слухом должно быть справа от слышащего ученика-партнера, да, чтобы иметь возможность видеть тетрадь сверстника на организационных моментах урока, там, когда он записывает номер задачи, задания и так далее. Если это дошкольное учреждение, то ребенок должен находиться как можно ближе к педагогу. Внеучебное пространство для таких детей организуется с помощью стендов на стенах образовательной организации, да, с предоставлением на них наглядным материалом о правилах поведения, о правилах безопасности, телефон в пункте работы в режиме СМС, потому что таким детям необходимо доступ к интернету для сообщений, доступ для контакта с родителями, сверстниками, получения какой-либо необходимой информации. Ну и специальное оборудование, которое должно быть при обучении таких детей, мультимедийная доска, да, усилитель звука и компьютерные программы. Компьютерных программ достаточно много, поэтому прям на них останавливаться не будем. Также к специальному оборудованию можно отнести биологический тренажер Дельта 142, компьютер с колонками и выходом в интернет, средства для хранения и переноса информации, принтер, сканер, музыкальный центр с набором аудиодисков со звуком живой и живой природы, музыкальные записи, аудиокниги. Сюда же относится диагностический набор для определения уровня слухового восприятия, наглядный материал по изучаемым темам и специальная литература по сурдопедагогике и сурдопсихологии. Какова работа педагога с ребенком с нарушенным слухом, вы сейчас видите на слайде. Это общие такие приемы, методы для работы с такими детьми. Обязательно педагог должен сотрудничать с педагогом, родителями ребенка. Стимулировать полноценное взаимодействие такого ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации в детском коллективе. Соблюдать необходимые методические требования. Вот как раз мы говорили с вами о месторасположении относительно ученика с нарушенным слухом, где должен быть ребенок. Требования к речи взрослого. Ранее я говорила о том, что должна быть четкая артикуляция. Наличие наглядного и дидактического материала на всех этапах урока. Таким детям обязательно надо подкреплять весь наш материал, который мы говорим, да, который мы показываем с помощью должны предоставлять ему дополнительный материал в печатном виде. Контроль понимания ребенком заданий и инструкций до их выполнения. Обязательно педагог должен видеть, что ребенок понял наши задания и начинает его выполнять правильно. Организовать рабочее пространство ученика с нарушенным слухом, подготовить его место, проверить исправность, работоспособность слуховых аппаратов, либо кохлеарного импланта, проверить индивидуальные дидактические пособия ребенка, включать ребенка в обучение на уроке, используя специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ученика, избегать гиперопеки, но при этом не задерживать темп проведения урока. Решать ряд задач коррекционной направленности в процессе урока, должны стимулировать слухозрительное внимание такого ребенка. Проверять понимание ребенком обращенной речи, заданий текста, исправлять речевые ошибки, закреплять навыки грамматически правильной речи, расширять словарный запас, развивать связную речь ученика и оказывать помощь при написании изложений, диктантов и составлении пересказов. Мы с вами переходим к особым образовательным и социокультурным потребностям детей с нарушением зрения. Всех детей с патологией зрения, с учетом остроты поля зрения, а также по органическим и функциональным причинам его нарушения, принято делить на слепых
слабовидящих и детей с функциональными нарушениями зрения. Большую их часть составляют дети с амблиопией и косоглазием. Нарушение зрения – это острота зрения менее 0,3 диоптрий на лучший глаз с коррекцией или поле зрения менее 15 угловых градусов. На слайде представлена классификация нарушений зрения по остроте зрения, в которой вы видите, что к сытым детям относятся дети с остротой зрения от 0 до 0,04 диоптрий на лучше видящим глазу с коррекцией. То есть когда у ребенка еще где-то очки, да? Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с коррекцией. Дети с пониженным зрением – это дети с остротой зрения от 0,5 до 0,8 диоптрий на лучше видящем глазу с коррекцией. Нормально видящие дети – это дети с остротой зрения от 0,9 до единицы. Особенности психомоторного развития детей с нарушением зрения как раз у вас представлены на слайде. Важнейшим механизмом в развитии ребенка с нарушенным зрением является компенсация. Компенсация слепоты является сложным психическим образованием, системой психических процессов и свойств личности, которая формируется в процессе роста и развития ребенка. Возможность компенсации недостаточности зрения объясняется тем, что ребенок владеет несколькими различными способами выполнения одного и того же действия, разными способами решения стоящих перед ним задач. Компенсация предполагает использование слуха, осязания, обоняния, других органов чувств, а также речи для замены недостающего зрения. От того, насколько успешно будет произведена такая замена, зависит результат развития ребенка с нарушением зрения. В развитии ребенка с нарушенным зрением стоит некоторые специфические особенности, в частности, особенности развития движений, развития речи, которые не удается полностью компенсировать в процессе его обучения и воспитания. Тут как раз рассмотрим общие закономерности и закономерности развития ребенка с нарушенным зрением. Говоря об этих закономерностях, мы предполагаем, что процессы компенсации у детей являются несовершенными, так как при полном и безусловном действии механизмов компенсации психологические особенности детей не должны быть столь специфическими. Для незрячих детей характерно снижение активности как двигательной, так и психической. Для них типична невыраженность ориентировочных реакций на стимулы окружающей среды, а двигательная активность тормозится из-за частых отрицательных подкреплений. Дети падают, да, ушибы какие-то получают, травмы и так далее. У незрячих детей потребность во впечатлениях, которая является основной познавательной потребностью, редуцирована из-за недостаточности внешней стимуляции. Незрячие дети имеют дело с ограниченным предметным пространством, и у них снижены познавательные потребности, ограничены социальные контакты. В результате дети часто испытывают фрустрацию, у них наблюдается сниженное настроение, они склонны уходить в себя. У детей страдает внимание из-за резкого сокращения внешних стимулов, так как уменьшается количество зрительных объектов, которые вызывают какое-то непроизвольное внимание, да, сужается объем внимания. А однообразные слуховые стимулы, однообразие этих слуховых стимулов утомляет этих детей. У незрячих детей формируется установка более тщательно следить за своими действиями, развивается произвольное внимание, как результат необходимости воспринимать свойства предметов, имеющие второстепенное значение для зрячих. В развитии речи словарный запас, грамматический строй речи обычно у таких детей не страдает. Но все равно возникает разрыв между чувственным восприятием предметов и явлений и их обозначений с помощью слов, то есть между словом и образом. И в результате для таких детей типичным является вербализм, то есть использование слов и словесных выражений, не наполненных чувственной тканью.
Ну, вот как ребенок может понять, да, что такое высоко. При этом слово «высоко» он может употреблять, повторяя его вслед за взрослым. Речь детей все больше выполняют компенсаторную функцию, так как с помощью речи дети восполняют недостаток впечатлений, информации об окружающем. Эмоциональное развитие детей страдает из-за сниженных возможностей опознания невербальных средств общения, что уменьшает возможности подражания другим людям, вызывает трудности восприятия ситуативной речи, приводит к обеднению собственной экспрессии. Для слабовидящих детей характерно нарушение в развитии зрительного восприятия, недоразвитие психомоторной сферы, запаздывание формирования основных движений, слабость предметных действий. Детям со сниженными возможностями зрения требуется значительное время для того, чтобы рассмотреть предметы, выделить их характерные признаки. Зрительное восприятие обладает меньшей полнотой, скоростью, меньшей точностью отображения объектов. Недоразвитие зрительного восприятия приводит к недоразвитию разных видов деятельности и наглядных видов мышления. Психическое развитие ослепших, то есть уже потерявших зрение после рождения детей, во многом зависит от продолжительности периода нормального зрения, то есть возраста, когда ребенок утратил зрение. У таких детей имеется опыт зрительных впечатлений, которые, конечно же, облегчают восприятие окружающего мира в условиях отсутствия зрения. Ну, например, незрячий ребенок никогда не видел, какого цвета бывает солнце, да? И для него цвет не имеет особого значения для восприятия солнца, да? Он мог только слышать, что солнце желтое. А ослепший ребенок может помнить, что такое цвет и каким может быть вообще предмет, какого он может быть цвета. Однако имеющиеся представления у ослепших детей могут стираться из памяти и подчиняясь законам сохранения и забывания информации. Кроме того, чем позже ребенок утратил зрение, тем в большей степени у него развиты способности саморегуляции, потребность в преодолении собственного дефекта, в использовании механизмов компенсации. При сохранении способности воспринимать обращенную речь на слух ребенок осваивает словарный запас без ограничений. Ну, однако возникает неизбежный разрыв, да, между словом и образом предмета. Возникает разрыв также между словесным и практическими планами действия ребенка, когда выполняемое действие и его отражение ребенком речи не соответствуют друг другу. Речь начинает выполнять дополнительную компенсаторную функцию, когда дети получают представление о предметах и явлениях на основе словесных объяснений, поддерживают контакт друг с другом и ориентируются в окружающем. Словарный запас, еще раз повторюсь, по объему у них не отличается от детей без нарушения зрения, от сверстников. Однако их знания при тщательной проверке оказываются вербальными, то есть не наполненными реальным опытом. Эмоциональное развитие у таких детей, конечно же, тоже страдает, возникают неизбежные трудности в общении с другими из-за невозможности определять эмоциональное состояние человека по его выражению лица, по мимическим и каким-то проявлениям, да? Страдает способность соотносить речевое высказывание с мимикой, что препятствует пониманию скрытого смысла высказывания. Страдает понимание эмоциональных состояний других людей, объединение внешнего выражения собственной речи, невладение экспрессивными движениями, выражающими эмоциональное состояние. Особой образовательной социокультурной базированности для детей с нарушением зрения вы также видите на слайде. Это обязательное присутствие помощников, да, оказывающих ребенку необходимую техническую помощь. Включение семьи в процесс образования ребенка, особая подготовка родителей силами специалистов, модификация учебных планов и программ, применение специальных методик обучения, учет зрительных возможностей и состояния основных зрительных функций, учет течения заболевания органов зрения, своевременное систематическое лечение, подбор оптических средств, коррекция, динамическое наблюдение за состоянием зрения.
Строгая регламентация зрительной работы, организация гимнастики для глаз в процессе урока, правильное чередование в школьном расписании предметов, которые требуют большого зрительного напряжения, чтобы чередовались с уроками физкультуры, пения, труда. Особые образовательные потребности для детей с нарушением зрения также входит четкое соблюдение показаний, противопоказаний к занятиям спортом, да? А, специальное оформление учебных классов и кабинетов, создание санитарно-гигиенических условий, учет офтальмогигиенических требований и постоянное подчеркивание достижений ребенка. Ну, здесь вы сейчас как раз видите посадку ребенка на занятиях, да, ребенка с нарушенным зрением. Как раз вы видите, что первый ряд – это дети с очень низкой остротой зрения, второй ряд – дети дети с остротой зрения от 0,4 до 0,6 диоптрий, да, третий ряд с хорошей остротой зрения уже дети сидят. И что важно, важно обязательно учитывать заклейку лучше видящего глаза, окклюзию, если такие дети есть у нас. Потому что если у ребенка окклюзия левого глаза, то он садится справа от педагога. Если у ребенка окклюзия правого глаза, то он садится слева. Если у ребенка есть расходящиеся косоглазия, то такой ребенок сидит по центру. С паразитами глазных мышц также дети сидят по центру в зависимости от остроты зрения. При рассматривании объекта картины обучающихся можно рассадить вот таким образом, что соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз, да, либо не широким полукругом, либо параллельно справа и слева от педагога по одному ряду детей. Ну и как мы организуем учебное пространство для таких детей? Обязательно должны быть тактильные ориентиры на парте, да, вот, чтобы, или на столе, на ощупь. Сейчас на картинке как раз там видно, что ребенок как раз есть тактильные ориентиры на парте, ребенок будет их чувствовать. Да? Стены учебных кабинетов, либо игровых помещений должны быть окрашены светло-постельные тона, предпочтительно светло-зеленый, светло-желтый. Не допускается на окнах использование темных штор. Освещение кабинета либо группы должно быть максимально доступным. И классная доска и учебные парты, столы не должны иметь глянцевую поверхность. Организация неучебного пространства для таких детей, для передвижения по коридору обязательно должны быть таблички с названием кабинетов по системе Брайля, если это такие дети, да? Тактильная дорожка в коридоре, зрительные ориентиры для лестниц, коридоров, тактильные ориентиры для лестниц и коридоров, которые обозначены на ощупь, зрительные ориентиры на стенах и дверях и звуковые ориентиры по сопровождению слабовидящего здания. Вот как раз тут просто шероховатая вот эта вот дорожка, которая должна быть для слепых детей, да. Мы видим с вами электронную лупу для ребенка слабовидящего. Специальное оборудование для слепых детей. Какое должно быть в образовательной организации, да, индивидуальное крылья передвижения по зданию, оборудование в спортивном зале, который имеет тактильную поверхность, зрительные ориентиры на спортивном оборудовании, учебные парты, столы, регулируемые по росту ребенка и по наклону столешницы, указки с ярким наконечником, различные увеличительные приборы, либо настольные, либо для мобильного использования, дополнительное освещение на рабочем месте ребенка и дополнительное освещение доски, комната для психологической разгрузки, игр, оборудованные мягкими модулями, ковром, и кабинет учителя-дефектолога, педагога.
Специальное оборудование для ребенка с нарушенным зрением, слабовидящего. Должно быть, рабочее место должно быть снабжено дополнительным источником света. Учебный стол, как мы говорили, снабжен ограничительными бортиками. Увеличение шрифта печатной продукции. Использование специальных технических оптических средств. И у ребенка должны быть ручки с черной и зеленой пастой, специально организованные тетради. Таким детям разрешено писать не синей пастой, а черной, а для подчеркивания зеленая. Потому что это такие дети лучше видят именно эти цвета. Также мы предоставляем им индивидуальные дидактические материалы, наглядные пособия, выполненные с учетом психологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся. Еще раз, вот как раз индивидуальная лупа, да, для ребенка электронная. Есть вот такая видеолампа увеличительная. И вот ниже на картинке вы видите, как дети как раз работают со стационарной увеличительной лупой. Одну из наиболее многочисленных групп детей с ОВЗ составляют дети с тяжелыми нарушениями речи. Тяжелое нарушение речи – это специфическое отклонение формирования компонентов речевой системы, лексического, грамматического строя речи, фонетических процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока, отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. К тяжелым нарушениям речи относятся алалия, тяжелая степень дизартрии, ринолалия, заикание, детская афазия и нарушение письменной речи. Психологический статус ребенка с тяжелыми нарушениями речи характеризуется недостаточной устойчивостью внимания, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями переключения внимания, планирования своих действий. Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов, средств решения задач. Детям с нарушениями речи гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительных. И в первом случае наблюдается большое количество ошибок, связанных с нарушением грубых дифференциалов по цвету, форме, расположению фигур. А во втором случае распределение внимания между речью и практическим действием для детей с патологией речи оказывается трудной, практически невыполнимой задачей. У детей с различными видами речевой патологии имеется значительное снижение произвольного внимания по сравнению с нормой, но специфика этого нарушения определяется степенью его распределения и переключаемости. В данной категории детей отмечаются серьезные проблемы в развитии восприятия слухового, зрительного, кинестетического, то есть формирование и представление о предметах и явлениях окружающего мира. У всех детей с нарушением речи имеется нарушение соматического восприятия. Исследования зрительного восприятия позволяют сделать выводы о том, что у дошкольников и младших школьников с речевой патологией данная психическая функция отстает в своем развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью целостных образов предметов. Также этим детям свойственно снижение вербальной памяти и нарушение в развитии двигательной сферы. Особой образовательной социокультурной потребности детей с тяжелыми нарушениями речи исходит из того, что эти дети нуждаются в обучении различным формам коммуникации. Да? У них есть потребность в формировании социальной компетенции, в развитии всех компонентов речи языковой компетентности, развитии навыков пространственной ориентировки, применение особого индивидуального дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и навыков. Значит, такие дети не заинтересованы в вербальном контакте, они не умеют ориентироваться в ситуации общения, им сложно. Не то, что не умеют, да, прям совсем, но им достаточно сложно, поэтому, естественно, у них есть потребность
том, чтобы быть заинтересованным в контакте. Таким детям свойственен негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. Они не умеют выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 8 февраля 2019 года вышло письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении рекомендаций, в которых четко прописано разъяснение по детям с тяжелыми нарушениями речи. Вы можете найти его в интернете. Я просто хочу обратить внимание, что вот как раз на выдержку такую, что Министерство обращает внимание органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, которые осуществляют государственное управление в сфере образования, на необходимость повышения эффективности работы служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся данной категории, включая детей дошкольного возраста, попадающих в группу риска по фактору нарушения чтения и письма. И вот как раз там же написано, что в соответствии со статьей 42 Федерального закона об образовании говорится, что дети с тяжелыми нарушениями речи, которые не имеют выраженных отклонений в развитии, потому что таких детей достаточно много, да, с нарушением речи. Они не все дети относятся к обучающимся с ограниченной возможностью здоровья, но они имеют полное право на получение психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи, которая может быть оказана в центрах психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых они обучаются. Это к тому, что если у ребенка с нарушением речи нет статуса ребенка с ОВЗ, то ему все равно должна оказываться помощь в коррекции его нарушений. Мы с вами переходим к детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Нарушение опорно-двигательного аппарата – это группа хронических двигательных расстройств, которые имеют генез органического или периферического типа. Существует несколько видов нарушения опорно-двигательного аппарата. Это врожденная патология. Сюда может входить вывих бедра, кривошея, аномалии развития позвоночника, косолапость, различные деформации стоп, недоразвитие дефекта конечностей и аномалия формирования пальцев кисти. Следующий вид – это заболевание нервной системы. Сюда относится детский церебральный паралич, полиомиелит, последствия перенесенных нейроинфекций. И приобретенные заболевания, повреждения опорно-двигательного аппарата. Сюда относятся травматические повреждения спинного головного мозга, конечностей, полиартрит, заболевания скелета, различные. Большую часть, 89% среди детей с нарушением опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральным параличом. Детский церебральный паралич обусловлен органическим поражением мозга, которое возникает во внутриутробном развитии плода во время родов или в период новорожденности и сопровождается различными двигательными расстройствами, порезами, параличами, насильственными движениями и нарушениями координации. Мы с вами рассмотрим все-таки основную группу, да, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это детей с детским церебральным параличом. Как раз у них есть особенности формирования высших психических функций. Таким детям свойственна повышенная психическая истощаемость, утомляемость, пониженная работоспособность, недостаточная устойчивость концентрации, распределения внимания, психическое развитие памяти, недостаточность наглядно-действенного мышления, частота речевых нарушений при детском церебральном параличе по разным данным составляет от 70 до 80%. То есть большое количество детей имеют еще речевые нарушения. Таким детям свойственно расстройство эмоционально-волевой сферы. И, конечно же, у этих детей есть особенности формирования моторной сферы, да? Мы с вами знаем, только что я говорила о том, что им свойственны гиперкинезы, непроизвольные значительные движения, тремор, да, нарушение равновесия, нарушение ощущений движения. Также таким детям свойственно
недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных рефлексов и хронические рефлексы, патологически развитые. Какие же особо образовательные социокультурные потребности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата требуется, да? Обязательно непрерывная работа по коррекции двигательных, речевых, познавательных и личностных нарушений, то есть коррекционно-развивающая деятельность, которая осуществляется всеми участниками образовательного процесса, содержания занятий, обязательно входит в совершенствование движений и сенсомоторного развития, развитие основных мыслительных операций, развитие мышления, коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы, расширение представления об окружающем мире, обогащение словаря, практическая направленность специально организованного целенаправленного взаимодействия учителя и ученика, введение в содержание обучения в специальных разделах, специальные приемы, методы и средства воспитания и обучения, куда входят двигательно-кинестетические методы, методы сенсорной интеграции, индивидуализация учебного процесса с учетом особенностей развития возможностей конкретного ребенка и особая пространственная и временная организация образовательной среды, единство требований, исходящих от всех участников образовательного процесса, расположение мебели с учетом возможностей прохода, да, таких детей, если они на коляске, да, находятся, применение вспомогательных технических средств. Вот как раз обеспечение беспрепятственного доступа детей в организацию и ее помещения с помощью лифтов, с помощью пандусов, которые вы все знаете, видите, они почти во всех образовательных организациях уже есть. Мы знаем с вами, что учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата нуждаются в специальной мебели, которая позволит правильно, комфортно расположиться ребенку на рабочем месте. Мы с вами переходим к еще одной большой группе детей с ограниченной возможностью здоровья, детей с задержкой психического развития. Что такое задержка психического развития? Это психолого-педагогическое определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. И ЗПР у нас относится к пограничной форме дезантогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных физических функций. Существуют клинические формы задержки физического развития. Это ЗПР конституционального происхождения, когда эмоционально-волевая сфера находится на более ранней ступени развития в сравнении со сверстниками. В поведении преобладает эмоциональная мотивация поведения, повышенный фон настроения, непосредственность, яркость эмоций при полезности и нестойкости и легкая внушаемость. ЗПР соматогенного происхождения, здесь у нас наслаивается неуверенность, боязливость, капризность, что связано с ощущением физической неполноценности или спровоцированным режимом ограничений и запретов. ЗПР психогенного происхождения, стойкие сдвиги нервно-психической сферы, нарушение первоначальной вегетативных функций и в дальнейшем и психического, прежде всего эмоционального развития, низкая произвольность поведения, отсутствие инициативы, низкий уровень развития познавательной деятельности. Гиперцеребральное органического происхождения, таким детям свойственно частое замедление смены возрастных фаз развития. У них запаздывает формирование статических функций, ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. И в соматическом состоянии, наряду с частыми признаками задержки физического развития, нередко констатируется общая гипотрофия и различные виды диспастичности телосложения. Значительный диапазон выраженности нарушений от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы до состояний, требующих ограничения от умственной отсталости, обуславливает необходимость дифференцированного подхода к определению условий обучения, соответствующих возможностям и потребностям разных групп детей с задержкой психического развития и преодоления существующих на практике ограничений
получение специальной помощи детям с задержкой психического развития, включение в общий образовательный поток. Какие особые образовательные социокультурные потребности для детей с ЗПР мы можем предоставить? Да? Это специальная помощь средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития, обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условие непрерывности коррекционно-развивающего процесса, получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям ребенка и выраженности задержки психического развития, обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных образовательных областей. Организация процесса обучения с учетом специфики своими знаниями, умений, навыков задержки психического развития, обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения уровня, который позволяет справляться с учебным заданием такому ребенку самостоятельно. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов у таких детей. Стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, к окружающему, к окружающему предмету и социальному миру. Постоянная помощь в осмыслении, расширении контекста усваиваемых знаний, закрепление, совершенствование освоенных умений. Специальное обучение переноса сформированных знаний, умений в новой ситуации взаимодействия с действительностью. Комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения. Развитие, отработка средств коммуникации, формирование навыков социально одобряемого поведения и максимальное расширение социальных контактов. Обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации. Работа педагога с детьми ЗПР может быть направлена на увеличение времени на выполнение заданий, таким детям можно разрешать, да, чуть дольше выполнять задания. Обязательно предоставляется дифференцированная помощь, стимулирующая, организующая, направляющая. Таким детям необходимо наличие наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий. Им необходимо адаптирование инструкции, то есть мы должны упрощать формулировки, упрощать многозвеневую инструкцию. И таким детям надо предоставлять возможность короткого перерыва. Специальные условия обучения для детей с задержкой психического развития, наличие наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий, присутствие в начале работы организующей деятельности, адаптирование инструкции, предоставление дистанционной помощи, увеличение времени, возможность... Я прошу прощения, что дублируется в слайде. Особые образовательные социокультурные потребности для детей с расстройством аутистического спектра. Дети с РАС – это целый спектр нарушений развития, которые характеризуются различными проявлениями своеобразной эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Это некая линейка состояний. И самые легкие из них характеризуются явными трудностями коммуникации, невозможностью считывания эмоционального, социального контекста ситуации, социальной наивностью, нелепым поведением и другими проявлениями. Наиболее тяжелые проявляются в отрешенности, невозможности, трудности понимания чувств других людей, особенности реагирования на комфорт, дискомфорт, монотонно-образным характером поведения, наличием большого количества стереотипий, аффективными вспышками и другими поведенческими нарушениями. Такие дети очень трудно адаптируются в любой новой ситуации, при переменах часто испытывают трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий. А такие дети нуждаются в введении четких алгоритмов деятельности процесса обучения, им необходим четкий порядок действий по отношению к личным вещам. В начале и конце учебного дня, да, тоже четкий порядок действий не должен быть. Например, как собирать, выбирать портфель. Такие дети имеют большую латентность в ответах, иногда, наоборот, многословность по сравнению с другими детьми. Затрудняются при необходимости отвечать у доски или снег, или наоборот, письменно. Темп, работоспособность, продуктивность учебной деятельности у таких детей в целом снижены, иногда неравномерны. Часто у детей с РАС встречается недостаточная аскетичность, адекватность, в том числе в поведении, трудности анализа собственного поведения.
Такие дети не переносят трудностей и неудач. Они вызывают резкие эмоциональные реакции, иногда с бурным негативизмом, вплоть до отказа от деятельности. И такие дети письменную речь воспринимают намного легче, чем устную. И лучше понимают материал, если видят изображение или объяснение. На слайде вы как раз видите особенности психомоторного развития детей с КВЗ, таким детям свойственны трудности обучения, формирование произвольного целенаправленного поведения, нарушение сна, приема пищи, да, нарушение взаимодействия с близкими и взрослыми, нарушение активности, высокая вероятность появления безадаптивного поведения, трудности социального взаимодействия, трудности поддержания речевого взаимодействия. Какие особо образовательные социокультурные потребности? Так, каким образом мы можем работать с детьми с расстройством аутического спектра? Мы не обозначаем ограничения во времени. Задания предоставляем наиболее удобно для ребенка в форме. Только что я говорила о том, что эти дети больше воспринимают письменную речь, да, нежели устную. Введение, соблюдение четких алгоритмов деятельности, знакомая обстановка. Детям очень трудно в новой обстановке находиться, да, дозирование введения в жизнь ребенка новизны и трудностей, охранительный режим. Вот как раз здесь можно увидеть визуализацию расписания, да, это очень хорошая такая поддержка для ребенка с расстройством аутистического спектра, потому что оно основано на визуальном мышлении, которое часто является сильной стороной людей с РАС. Поддержка ребенка постоянная, да, вот как раз с помощью фишек различных, возможно, его поддержка и его оценивание, да, этого ребенка. И мы переходим к последней группе, нам надо уже заканчивать. Быстро говорить, потому что мы должны закончить уже, а я все еще говорю. Особые образовательные социокультурные потребности детей с интеллектуальными нарушениями, умственная отсталость. Что такое умственная отсталость? Это состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением особенностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и социальных потребностей. И у нас умственная отсталость делится на легкую, умеренную, тяжелую и глубокую. И также в МКБ-10 рассматривается сложный дефект, когда любое сочетание психических или физических недостатков, определенных в установленном порядке у ребенка будет. Особенности психомоторного развития, обучающихся с умственной отсталостью. Значит, у нас есть особенности формирования моторной сферы у таких детей и психических функций. В моторной сфере относятся нарушение координации способностей, отставание от здоровых признаков развития физических качеств и нарушение основных движений. Особенности формирования высших психических функций у детей связано с несформированностью мышления,
так как таким детям характерна несформированность логических операций, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, некритичность. Анализ предметов они проводят бессистемно, могут пропустить ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные черты. В результате такого анализа они затрудняются определять связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину и цвет. У таких детей искажены или не сформированы ощущения, восприятия. Им свойственно недоразвитие познавательных интересов, да? Опыт, так как у них крайне беден опыт и отсутствует учебная мотивация, поэтому познавательный интерес у них тоже снижен. Отличаются специфические нарушения памяти. Преобладает механическая память, это так называемая частичная память на события, место, числа. Исследования памяти у таких детей показали, что при запоминании и воспроизведении связанного текста наблюдается тенденция к более высоким показателям, чем при воспроизведении ряда не связанных между собой слов. Это означает, что дети с умственной отсталостью способны устанавливать простейшие связи в изложенном, например, тексте, что помогает им в запоминании его. Только речевая память является одной из наиболее сложных и зависит от речевого развития ребенка, понимания речевых инструкций. Поэтому для таких детей вербальная память остается малодоступной. Также свойственна незрелость эмоционально-волевой сферы, да, так как этим детям свойственна слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость. У них может быть отсутствие контроля над настроением. Свойственно таким детям низкая устойчивость внимания, трудности распределения, замедленная переключаемость, отсутствие концентрации на задании. Вообще у умственно отсталых детей внимание является непроизвольным и весьма кратковременным. Непроизвольное внимание привлекается новым, ярким предметом, движением, каким-то звуком. На одном предмете действие внимания умственно отсталого ребенка сосредотачивается недолго, да, не более там нескольких минут. И такой ребенок постоянно отвлекается, то что-то ищет под столом, то что-то вертится на стуле и так далее. И даже в моменты, когда ребенок с нарушением интеллекта остановил свой взор на лице педагога, это не значит, что ребенок сосредоточился и понимает ту информацию, которую передает ему педагог. Скорее всего, он изучает лицо своего учителя, пытается понять, что тот ему говорит. Особые образовательные социокультурные потребности детей с интеллектуальными нарушениями – это обязательно научная практика, ориентированная действенный характер содержания образования, доступность содержания познавательных задач должна быть, систематическая актуализация сформированных знаний и умений, специальное обучение переноса с учетом изменяющихся ситуаций, обеспечение особой пространственной временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики, использование преимущественно позитивных средств стимуляции, деятельности и поведения, стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. И вот сейчас на слайде как раз вы можете увидеть приемы, да, которые свойственны, которые можно применять педагогу для всех абсолютно детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и поэтапное разъяснение заданий, и перемены видов деятельности, и предоставление дополнительного времени для завершения заданий, и обязательное планирование правильного выполнения заданий детьми, близость ребенка во время объяснения, близость педагога к ребенку во время объяснения заданий, обеспечение аудиовизуальными и техническими средствами обучения и повторение инструкций к выполнению заданий. Ну и на этом мы с вами закончим сегодняшнюю тему. Мне было очень приятно с вами общаться. Я желаю вам всем здоровья. Всего доброго.